У меня все, да? У меня все, да? 5 минут подождите, я сейчас вас... Вот, сейчас. Так, это вот овощное рагу, да? Овощной рагу, ага. Вас не удивляет так мало? Вы много готовите же, да, на семью? У меня большая. Большая? И вот хотел узнать, вот как на ваш взгляд ингредиенты данного овощного рагу, они вам понравились, в смысле соотношения? Понравилось. А? Понравилось. Во-первых, это курица, и овощи. Легкий ужин можно так приготовить. Ага. Ну, мне очень понравилось. Сочетание. Тут и перец, и капуста, и морковка. А я так смотрю, это с самого начала, да, начинается? Ага. И что, и здесь, сейчас вот что делаете? Это курица. Курица. Ага. Сейчас мы посмотрим одну из групп, которые будут обжаривать. Здесь уже заканчивают, уже пробуют, я смотрю. А теперь весь этап посмотрим. А здесь, кажется, печка не работает. Она работает просто включить. Ага. Можно сюда, тут быстрее. Нет. Сюда, потом сюда. У наших домохозяек явно нету таких печек, да? Или как правильно? Есть, да? Индукционные плиты, обычные индукционные плиты. У меня есть индукционная плита Цептер, отдельная, которая переносная, потому что у меня тройки. И еще большая десятиконфорочная и полупрофессиональная духовка, мультиварка, скороварка, электрогриль и так далее. Когда очень много детей, у тебя должно быть все, должно готовиться одновременно. Вот сейчас вот я хотел узнать здесь нюанс какой вот здесь при обжарке. Главное, чтобы что? Черной не стало или Да, как? и чтобы подгорело, перемешивать постоянно. Ага. И сейчас что вы сделаете по совету шеф-повара? Посоветую, потом это, ну как обжарится, я овощи положу. Посмотрим. Я считаю, что это файн. Если надо сковородку, надо было раскалить. А, немножко не повод. Не надо, надо. Смотрите. Чуть-чуть. Чтобы не подгорало, просто добавляешь масло, да, Павел? Ну, смотрите, и постоянно чуть-чуть поджарить, чтобы колер был. Ага. Если вы постоянно перемешиваете, он еще, корочка у нее не образовалась, а вы так вот перемешиваете. Пускай поджарится, потом перевернем. А мы сейчас спросим, пока обжаривают. Девушки, и как? Очень божественно, вкусно. Как в ресторане прямо. Да? Да, неожиданно. И на ваш... Мало кто так можно быстро и вкусно приготовить. Ну, в принципе, полезный, как бы, совет от Но умного... это, мне кажется, не полезная еда. А? Еда не полезная. Да? Ну, она просто жарится, канцероген, масло. Но так на один раз можно. Но здоровое печенье я бы не назвала. А, спасибо. А для вас, как вы считаете, удобная пища? Удобная пища? Да, очень даже. Ну, я так понимаю, это для быстрого приготовления, да, я правильно понимаю? Да. Не, ну шинкование это не быстро, мне кажется. Это можно сделать заранее, не шинковать, все положить. Да, это очень. Обычно заморозки делаем или заморозки? Нет, А, то есть вы уже планируете, когда овощи, фрукты появятся, делать заготовки, да? Ну, что-то типа, когда грибы собираешь, чистишь и в холодильник их, и они лежат, да? Что-то типа этого, да?
Видимо, не вакуумная. Нет, ну это лучше Свежим есть, да? после заморозки, мне кажется, не тот вот эффект. Надо попробовать. Там вода. Вода. Но если вакуумный пакет покупают, надо попробовать. Так, мы сейчас переходим после обсуждения уже, здесь что-то конкретное такое. Последние участники мастер-класса уже что-то уже готовят, заканчивают. Вот, пишешь, да, на фотографии? А? Да, да. Хорошо, пока. Вот самая большая сковородка, явно намного кушают дети. Да. У меня даже есть 7-литровая кастрюля для супа, чтобы Даже огниться. так. Да. Потому что я сама люблю поесть. Вообще, вот сейчас мы пообщались с вашими подружками, и они сказали, что данная пища не совсем полезна. Нет, здесь все альтернативно, все вариативно, потому что он дает классический рецепт, как классический повар. Здесь можно растительное масло заменить на софлоровое или на кокосовое, тогда не будет канцерогена. Куриное филе можно заменить на крольчатину, либо на телятину, это все по своему усмотрению. Вместо унаги соуса можно положить низкокалорийный карри соус, либо сделать другой на основе 15% сметаны с добавлением соевого соуса самой. Когда вы делаете кокосовую сгущенку, когда вы кокосовое молоко, вместо него можете взять любое растительное молоко, овсяное, миндальное, либо соевое. И вместо белого сахара добавьте тростниковый сахар, либо органический кокосовый сахар, либо стевию, либо сахарозаменитель. У вас получится ПП питание. В принципе, оно ничем не отличается. Вместо того, чтобы обжаривать на сковородке, можно это все сделать на воде, либо на какой-то на гриле и так далее. То есть если на гриле вообще получится то, что вам ни капли масла не надо. То, что касается того, что мы делали, у нас был какой-то вот этот спонж, да, кулинарный. Вместо белой муки можно добавить ржаную, либо цельнозерновую с отрубями, кокосовую, либо миндальную муку. Вместо сахара также добавить стевию, фруктозу, либо только один мед. Вместо разрыхлителя вы добавляете, можно добавить смесь из приправ, допустим, с мускатным орехом, с куркумой и так далее. Получится тоже самый эффект, в принципе. И главное, белую муку сейчас замените, просеять. Поэтому вы получите, конечно, яйцо, оно так и так является публичным продуктом. По сути, это только дело вкуса и дело фантазии, потому что кулинария на самом деле это фантазия. То, что для тебя приемлемо, ты так и ешь. А здесь нам дают классический рецепт. Я вот хотел спросить, вот Готово. у меня тоже дети есть, да, но они лук не любят. Ваши дети любят лук? Мои дети нет, лук не едят. Едят? Нет. А как вы будете без лука готовить? Или, и тем более, я так заметил, он здесь быстрее подгорает, да? Да, я буду готовить без лука. Без лука. Это на блюдо как-то повлияет? Нет, я думаю, то, что не повлияет. Дети вообще не любят специи, соусы, приправы. Это скорее вот для многодетных мамочек, я так поняла, то, что мастер-класс направлен на то, чтобы мамочки были всегда здоровые, наполненные позитивной энергией, чтобы у них было силы заниматься качественно своими детьми, вести полноценную жизнь. И для этого, конечно же, нужно качественное, правильное питание, потому что питание это всего лишь 100 кило для организма. Но я могу сказать это на своем примере, потому что я правильно питаюсь, и у меня действительно очень много сил. Так, понятно. А действительно, у вас такая поза, да, знаете, что вы всю жизнь стоите у плиты, да? Куда деваться? А как приходится, действительно, вот утром встаешь и вперед, да? Готовить.
Так мы уже еще и не замечаем, что это происходит. Это как-то все проходи делается. Единственное, это мужчина ваш, наверное, должен обратить внимание, на чем вы готовите, да? Это обязательно, наверное, да? Мужчина должен принести, что готовить, остальное уже не его забота. Спасибо. Так, ну и там идет еще один мастер-класс. Как это? Лимон уже тоже? Павел, это вы что-то хитрое делаете, да? Ну, это лимонадик обычный. Лимонадик обычный. Обычный цитрусовый. Лимономят. Тогда не подскажете, вот сейчас вы зальете это какой-то водой, да? Да, обычный вот газированный. Так, туда входит лимон, лайм, мята, мед. Такая есть. Павел, вы хотите сказать, что взамен гриба, который многие используют, да? Например, камбучи. Да. То есть его просто можно залить водой, и сколько дней будет стоять? Ну, вообще, то есть, вот этот настаивается где-то, минут, наверное, 15. Ну, то есть, нужна ступка, то есть, мы должны растолочь полностью, чтобы вкус весь вышел, залить это медом, сахаром, можно сахарным сиропом. То есть, сахарный сироп делается где-то на литр воды 500 грамм сахара, и вот на литр примерно грамм 30-40. Только А водой какой надо заливать, кстати? А вы, я смотрю, мед, да, это? Да, это мед. Это обязательный ингредиент. Обязательно газированную, да? Обязательно нет. Можно обычную воду. Но так как это лимонад, Лимонад. Если вы хотите сделать лимонад, лучше газированную. А если хотите что-то типа сока, да? да, типа сока, можете использовать обычную воду. Обычную воду. А если горячим, то чай получится, да? Можете, да, добавить чай, то есть заварить, тогда добавить будет такой чай. И сколько вот такой напиток будет храниться? До 500. До 500. Это на один губ. А это мы делаем лимонад. Не работает? Да, Его надо делать пропорционально, там, по литру, по 2, или можно сразу 10 литров сделать? Можно 10 литров сразу. Ну, взять вот якутяночку нашу 5-литровую, да? Ее как лучше долго настаивать. Смотрите, можете, чем у нас получится лучше, если вы эти ингредиенты, да, то есть растолочь специальной ступкой, да, то есть закрыть и примерно, чтобы час-два, то есть постоял. Потом залить либо поточной водой обычной, либо газированной. Значит, не водой настаивать, а просто Да. Так, какая... А поделитесь секретом, какой должен быть лимон, кстати? Лимон? Да, потому что сейчас лимоны неоднозначного качества в последнее время. Ну, они все подходят, то есть, я не знаю, то есть, вот, допустим, здесь это узбекский лимон, похож, что больше на апельсин. Но главное, чтобы он не был перемороженный, да? Ну, вообще, любой продукт, допустим, овощный должен быть перемороженный. Очень часто перемораживают. И какую мяту брать, если нету мяты, которая у вас сейчас есть? На огородах, может быть, на дачах есть мята, которая... Не, я имею в виду, же мята продается Сушеную в мяту нет. Сушеную нельзя. Вообще все сушеное используется при маринадах, которые стоят, допустим, сутки-двое. Тогда не открывают. Сушеные никак. Да. Ну, я знаю, что мята растет, наверное, в горных областях Якутии, прямо кустиками. В подоконнике дома растет.
У вас подоконники дома растет. Вот у нее, у Маши растет. Вы уже приспособились, так сказать, да, уже все под рукой. Так, 2 ложечки сахара. Мясо положила в воду стакан распустились они. Ой, какой запах. Так, а вы уже сделали, да, вытащили спонжи свои? Спонжи, которые вы делали? Нет, мы надо сверху здесь. Да, надо было вытащить вот такие пьялочки вот маленькие. Кто не сделал, можете сделать. Можно Павел еще спросить, а если его вообще блендером, как Он получится чуть мутный. То есть можете блендером, да? Он получится насыщеннее и цвет будет слегка мутноватый и все. Ну, нам насыщенный. Весь вкус взять. А тут он будет такой более прозрачный. Конечно, блендером можно. А у вас дети много пьют, да, вот таких вот лимонадов, соков? Вот. Да, я с имбирем делаю и с облепихой. Тоже очень хорошо получается, очень вкусно. Имбирь и облепиха. То есть как чай можно пить, как лимонад можно сделать. Кока-колу запрещаете или как? Ну, мы запрещаем, но, знаете, когда мало, да, вреда, я думаю, не приносит, потому что все равно как бы запретить не получится. А, понятно. Сами мы не покупаем. Ну, где-то они все равно будут сами покупать. Мы смотрим на карманные. Не, ну в кино сходить, кока-колу. Сами дома покупать и варить. Так. Сейчас вы вот открываем воду, да? Сильно газированный заливаем. А если с простой водой сделать? Можно с простой? То есть обязательно воду или можно минеральную воду? Можно, обычно можно минеральную. Минеральная Чтобы Да? приблизить ее к лимонаду, мы использовали сильно газированную. Так послушай, можно и боржоми что ли залить? Боржоми лучше пить после вечеринок. Как вкусно получилось вообще. Так здорово, что пригласили. Спасибо Павлу. Давайте еще раз поаплодируем. Так, после того, как залили, слегка нужно перемешать. Давайте я вам представлю директоров этого нашего гостеприимного кафе. Это 2 сестры. Да, это 2 сестры-близняшки Юлия и Евгения Викторовна. И Юлия Викторовна, спасибо вам большое. Здесь очень хорошие бизнес-ланчи. Очень много народу бывает, так что заходите тоже. Это молодые предприниматели, девушки, которые тоже вот начали свой бизнес. Очень вкусно. Тоже поддержите, приходите, пожалуйста. Теперь будем знать, что делать. Ну, так как было, то есть ингредиентов было примерно настолько. То есть, ну, чтобы ощутить весь вкус, да, концентрация должна быть неполная. Посмотрим, не на всех хватит. Вот да, мы всегда тогда посмотрим. Попробую. Ну да, полный. Надо всем налить и выпить за здоровье шеф-повара, да? Обязательно. За процветание кафе Лесли. Ну и за наш любимый управа Октябрьского округа. Гип-гип! Так, все. Да, давайте. Можно разлить. Павел, для наших телезрителей еще раз напомните, что вы туда положили. Так, мы положили лимон, обычный лимон, плюс узбекский лимон, такой чуть-чуть оранжевый, лайм, мяту, мед и сахар. Растолкали и залили. Да, растолкали, потом залили сильно газированной газировкой. Его можно поставить или в холодильник, если Можно в холодильник, да, то есть а можно сразу выпить. крышечкой, можно сразу. И как правильно он называется?
лимонад. Ли- Весенний лимонад. Весенний лимонад. Помахайте, пожалуйста. Завершаем наш эфир. Представились. Вы всем вопросы задаете. Олег Жилнин, журналист, телеканал Округ ТВ, средства массовой информации, точка взаимодействия, телеканал Россия-24. Завтра будет на ВГТРК в 9:00.